Добрый вечер, уважаемые гости. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать в этом прекрасном вечере, посвященном памяти выдающегося хореографа Мутая Исмаиловича Ульбашева, возглавлявшего в разные годы два главных государственных танцевальных коллектива республики – Кабардинку и Балкарию. Мутай Ульбашев родился в 1923 году в селении Шаурдат в Верхней Балкарии. Едва научившись ходить, он уже танцевал, и ни одна свадьба или торжество в округе не обходились без его участия. Выносливость, красота движения – все в нем очаровывало. Для всех было ясно – он рожден танцевать. Возможно, Мутай так и остался бы сельским танцором, если бы в 1933 году, в 10-летнем возрасте, успешно выдержав конкурс, он не попал в только что организованный Кабардино-Балкарский танцевальный ансамбль песни и пляски, художественным руководителем которого был Якуб Рахаев. Ансамбль делал успехи, и в 1936 году был удостоен чести представить свое искусство на концерте в Большом театре в присутствии высшего руководства страны во главе со Сталиным. Один из номеров, сольный танец «Асланбий», исполнил 13-летний Мутай Ульбашев. Когда Мутай застыл на мгновение в пионерском салюте перед Сталиным, вождь начал хлопать. Аплодисменты тут же были подхвачены залом. 3 раза повторял танцор свой сольный танец перед Сталиным. «Ты хорошо танцевал», потом выговорили ему режиссеры концерта, «но слишком долго». На что Мутай, не растерявшись, ответил: «Раз хлопают, надо танцевать». В 1939 году дар 16-летнего юноши разглядел на невеликий хореограф России Игорь Моисеев и пригласил танцора к себе. Но республика не отпустила юношу, и он остался в Нальчике. Когда началась война, Мутай Ульбашев ушел в действующую армию. В 1943 году его вернули налаживать культурную жизнь в республику. Но вскоре балкарцы, как и многие другие народы, были подвергнуты насильственной депортации с родины. Мутай умудрялся танцевать даже в ссылке. Во Фрунзе он был солистом грузинского танцевального ансамбля «Горные орлы Кавказа». Затем перешел в кавказский ансамбль танца, состоявший из спецпереселенцев, чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев. После возвращения из ссылки в 1957 году Мутая приняли солистом в ансамбль «Кабардинка», с которым он не расставался более 40 лет. Возглавив коллектив, он обогатил его репертуар за счет постановки грузинских, осетинских и дагестанских танцев. Ансамбль побывал в 36 странах мира благодаря своему высокому мастерству и тогдашнему директору Евгению Вениаминовичу Аронову. Впервые в хореографии Северного Кавказа Ульбашевым был поставлен массовый девичий танец. Наконец-то, в 1980 году Мутай Ульбашев пришел в новый ансамбль «Балкария», созданный благодаря усилиям молодого хореографа Мухтара Кудаева. Уже через год Балкария стала ездить на фестивали по стране и за границу, завоевывая различные призы. Не все из нас знают, что в 1995 году ансамбль «Балкария» и «Кабардинка» уже выступали триумфом в этом зале в рамках Дней культуры Кабардино-Балкарии в Москве. И сегодня мы надеемся, что государственный ансамбль Кабардино-Балкарской республики Балкария покажет нам свое мастерство, приобретенное благодаря своему замечательному руководителю Мутаю Исмаиловичу Ульбашеву. Стихи Светланы Матаевой. Маэстро Ульбашев, овации нашему Мутаю, признание лучи золотые. Он статью сердца покоряя, Кавказа вершины седые. Стяжал Кабардинке он славу, наставником был ее добрым. Гордится маэстро по праву Балкария детищем новым. Любимец самой терпсихоры, божественный нимбом украшен, пленяющий души и взоры, великий маэстро Ульбашев. Открывает концерт музыкально-хореографическая картинка, составленная по мотивам народных танцев «Балкария моя». Солисты – заслуженный артист Кабардино-Балкарской республики Азнур Жабоев и Елена Балкизова. Встречаем!
Балкария, с Эльбрусом великаном, ты делишь радость и печаль забот. Грустнешь, Эльбрус оденется туманом, развеселишься,